1360-х годах Золотоордынское государство раскололось. В центральном регионе со столицей Сарай сменялись ханы-однодневки, а западный регион, Белая Орда, находился под контролем Мамая. Отныне в Орде конкурировало одновременно два ханских двора. Один в Сарае, а второй – двор ханов-ставленников Мамая. И каждый из них считал себя единственной законной властью. Мамай прилагал немало усилий, чтобы все соседи и вассалы Орды признавали законными ханами только его ставленников. Потому он старался привлечь внешнеполитических партнеров на свою сторону. Он снизил ставку налога на торговлю крымских генуэзцев. Он признал переход во владение Литвы части украинских земель, ранее освобожденных литовскими князьями из-под ордынской власти. Он уменьшил размер дани с Москвы и поддержал московских князей в их давнем соперничестве за первенство с тверскими князьями. Однако все эти меры принесли мало пользы. Прежние вассалы, видя, что Орда разваливается на глазах, умело использовали противоречия между Мамаем и Сараем и постепенно приобретали все большую самостоятельность. Мамай попытался восстановить упавший авторитет Орды. Он отменил свое прежнее решение об уменьшении московской дани и потребовал от Москвы впредь выплачивать ее в большем размере. Однако московский князь не подчинился этому требованию. Мамай в ответ на его отказ устроил карательный поход, но потерпел поражение от русских в битве на Куликовом поле. Потеряв в Куликовской битве своего хана-ставленника, Мамай отступил в Крым и стал готовить повторный поход на Москву. Но с востока на него уже выступил новый правитель Орды – Тохтамыш.